20 марта информационный центр Восточного Туркестана под председательством Абдуджалила Каракаша организовал церемонию бракосочетания молодых уйгуров. Церемония началась с декламации Корана, после чего был заключен брак по исламским правилам. Абдуджалил Каракаш поздравил пару с официальным вступлением в брак в соответствии с исламом. Напомнив о важности бракосочетания, Каракаш сделал следующее заявление. На протяжении многих лет в нашем центре проводились свадьбы, но сегодня особый случай, так как мы впервые организовали бракосочетание молодых уйгуров. В то время как Китай пытается уничтожить уйгуров в Восточном Туркестане, создание семьи в чужой стране является очень важным событием. В свою очередь, молодожены выразили свою благодарность следующими словами. Мы очень благодарны Абдуджалилу Каракашу, Али Топчуку и Абдусаламу Ясину за то, что они поддержали нас в этот счастливый день. Китай продолжает репрессивную политику в отношении жителей Восточного Туркестана, несмотря на тяжелую ситуацию в стране и борьбу с эпидемией коронавируса. Согласно информации китайских СМИ, в социальных сетях Поднебесной появились изображения одной из мечетей Восточного Туркестана, которую коммунисты преобразовали в курятник. В декабре прошлого года газета «Гвардиан» опубликовала информацию о том, что Коммунистическая партия Китая разрушила в Восточном Туркестане сотни исторических мечетей и мусульманских кладбищ. После того, как Трамп назвал коронавирус, появившийся в Ухане, китайским вирусом, большая часть американских чиновников стала склоняться к мысли о том, что Китай должен ответить за попытки сокрытия подробностей эпидемии, которая в итоге привела к пандемии во всем мире. В четверг, 19 марта, сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио заявил, что сразу после решения имеющихся проблем Соединенные Штаты должны начать расследование в отношении Китая. Китай отказался предоставить ценную информацию, которая могла бы помочь остановить распространение вируса в первые дни эпидемии, сказал Рубио. Министр здравоохранения Турции Фахриддин Коджа сообщил, что жертвами коронавируса нового типа стали 21 человек. На официальной странице в Twitter Коджа заявил, что по подозрению на заражение коронавирусом за последние 24 часа были протестированы 2953 человека. Результаты 277 оказались положительными. Число инфицированных достигло 947. 12 из 21 жертвы COVID-19 являлись пожилыми людьми. В Италии погибло 793 человека. Общее количество жертв составило 4825. Число жертв коронавируса в Иране выросло на 123 и достигло 1556. Количество инфицированных увеличилось до 20 610, из которых 7635 выздоровели. Число инфицированных в США увеличилось до 19 624. Числу погибших прибавилось еще 50 человек. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что число жертв COVID-19 в стране может составить десятки тысяч. В Израиле, Финляндии и многих других странах были зафиксированы первые смертельные случаи. В африканских странах, таких как Габон, были зарегистрированы первые случаи COVID-19. Международное финансовое учреждение IHC Markit прогнозирует, что производство автомобилей в Европе, Северной и Латинской Америке может сократиться на 1,4 миллиона единиц из-за закрытия заводов в связи с эпидемией коронавируса. В заявлении IHC Markit указывается, что многие автопроизводители Европы, США и Южной Америки решили закрыть заводы и приостановить производство из-за вспышки COVID-19. Заканчивая новостную сводку, позвольте поздравить вас с благословенной ночью Вознесения. Ночью, когда открываются врата небес и земли, и на землю снисходит милость Всевышнего. Коллектив Уйгур ТВ искренне поздравляет исламский мир и народ Восточного Туркестана с этой ночью. Желаем, чтобы она была благодатной и принесла вам пользу.